Удивить театральную приемную комиссию с каждым годом становится все сложнее. В этот раз яркой и насыщенной программы недостаточно. Главное условие при поступлении – знание осетинского языка. Самые харизматичные и талантливые проходят на следующий тур. Кроме того, меценат Махарбек Хадарцев готов оплатить обучение новоиспеченных студентов. Для многих молодых людей это шанс исполнить заветную мечту совершенно бесплатно. На кастинге побывала моя коллега Зира Соколоева. Одна из задач на конкурсном отборе – продемонстрировать музыкальные и вокальные способности. Оценивают слух, ритмику и даже пластические данные ребят. Экзамены проходят в традиционной форме в несколько этапов. Главное – дикция, эмоциональность и, что немаловажно, знание русской и осетинской литературы. Я юнак фыртахаштама, удишуй автхур я сашты, а моя нырфасади хашты фудыжахка канакшалдат. Конкуренция небольшая – 17 молодых талантов на 10 бюджетных мест. Но от этого накал эмоций ничуть не меньше. Обучение будущим студентам полностью оплатит меценат Махарбек Хадарцев. Кадры готовят специально для осетинского театра. По словам заведующего кафедрой театрального искусства СУГУ Алана Албегова, сделать выбор непросто. Есть интересные ребята, желающие посвятить свою жизнь именно осетинскому театру, осетинскому искусству, владеющие прекрасно языком и желающие постичь тайны этой профессии. Потихоньку мы отбираем лучших из них, и таким образом мы надеемся, что мы не ошибемся в своем выборе, и в итоге на факультете искусств окажутся лучшие, достойные, чтобы в будущем составить уже такую молодую кровь для национального театра. Первый специальный курс для подготовки кадров осетинскому театру открыли в прошлом году. Тогда на специальность актерское мастерство бюджетных мест не выделили. А стоимость коммерческого обучения больше 100 тысяч рублей в год. С инициативой поддержать способных ребят к общественному деятелю обратился Алан Кукаев. Это инвестиции на самом деле в будущее, это в наших детей, которые завтра будут нам дарить радость со сцены Осетинского театра, дай бог, на родном осетинском языке. Это инструмент, который не позволит нам потерять, забыть осетинскую культуру, осетинский язык. То, о чем все много говорим мы, но вот в данном случае именно и исполняем и делаем. К нам пришли мальчики и девочки, которые горят желанием в будущем работать на осетинской прославленной сцене. И надеюсь, у них все получится. Уже скоро ребят ждет собеседование, где они должны будут продемонстрировать знания в области культуры, общественной жизни и даже политики. Зира Соколоева, Александр Каджаев. Новости Осетии.